Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Прямо сейчас, что загаданный вами мужчина думает о вас. Просто загадайте, и песочек все расскажет о его мыслях в эту минуту, в эту секунду о вас. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, ничего себе, эмоции через край у мужчины. Тот, кого вы загадали, прямо сейчас, в эту самую минуту, прям огнем горит. Это ревность, это эмоция, выжигает все внутри. Приревновал, либо заревновал. Ничего себе. Бедненький, уж не знает, что ему делать. Прям все горит внутри, сердце горит ясным пламенем. Ох, девочки, что вы с ним творите, а? Что же вы делаете с этим несчастным, беззащитным мужчиной? Так разволновался, так распереживался, он прям до слез, у него, скорее всего, глаза на мокром месте. Он не знает, что ему сделать, как справиться с этими эмоциями. Ревность, да, ревность, переживания. Ох, то ли вы какую-то фотографию провокационную выложили в соцсети, то ли он вас с кем-то увидел, то ли ему кто-то что-то про вас сказал. А еще у кого-то отыграется, что, возможно, какой-то человек делал вам комплименты, и вот с этим мужчиной общался и говорил: о, тебе так повезло, у тебя такая красивая женщина, такая замечательная, там все ее хотят, все ее любят, всем она нужна. И он прям стоял и становился таким же красным, как мой песок. Да, приревновал, очень сильно приревновал. Ну, девочки, если это была ваша цель, заставить его поревновать, вы, конечно, умнички, вы своего добились. Если вы такой цели себе не ставили, ну вот случилось то, что случилось. Мужчина просто похож на этого быка, да, на быка ревнивого похож. И вы знаете, в этом есть смысл, потому что это ревность, вот этот огонь, он его к чему-то подводит. Подводит, например, к важному осознанному решению, серьезному решению, к важному предложению, к тому, чтобы менять и свою жизнь, и вашу. Ну, допустим, если мужчина долго там мялся, телился, все никак не мог вам предложить быть вместе, либо съехаться, либо там узаконить ваши отношения, то вот эта ревность, она поможет. Она поможет. Этот мужчина такой: нет, она моя, и только моя, я никому ее не отдам, я никому не позволю, не то чтобы там говорить о ней, смотреть на нее, да, моя женщина. Ценность, моя драгоценная женщина. Но, может быть, это треугольник, да, и мужчина и вашим, и нашим, и туда, и сюда на двух стульях сидел. А теперь он начинает понимать, что вы не будете ждать его вечно, что вы цену себе знаете, что вы одна не останетесь, да. И он такой: блин, уведут, точно, ее украдут, ее уведут, я ее потеряю. От этой ревности, вот от этой ситуации сегодняшнего дня точно будет результат. Точно. Пойдут круги на воде, я вам говорю. Может быть, не сегодня, может быть, даже и не завтра. Но на следующую встречу, вашу встречу, этот мужчина уже что-то будет планировать, он будет действовать. Сейчас он перегорит этой ревностью, у него созреет решение, и потом последует действие. Если вы муж и жена, и вы загадали на мужа, хотите узнать, что он думает о вас, ревнует вас безумно, приревновал к кому-то либо к чему-то, вот, страшно, что он вас потеряет, вы за последнее время как-то очень сильно изменились, по его мнению, да, очень сильно изменились. У вас другой тембр голоса, у вас взгляд стал другим, вы плечи расправили, у вас уверенность в себе появилась. Вы не заглядываете ему в рот, вы не особо интересуетесь его мнением. То есть, знаете, как-то вот ему кажется, что вы от него отдаляетесь, что он вас теряет. Там, доктор, мы его теряем, да? Как-то так мне идет. Сначала, возможно, он не обращал на это внимания,
Но чем дальше, тем больше, и у него уже тут паника, понимаете, истерика. У кого-то муж прям в конвульсиях сейчас бьется, и вот я вам правду говорю, глаза на мокром месте, вот так до слез прям ревность прихватила, и осознание того, что он вас теряет. Может быть, ему показалось, да, ничего такого на самом деле не происходит. А может быть, вы действительно решили изменить свою жизнь. Вы устали быть удобной женщиной, вы устали быть комфортной женщиной, вы хотите быть любимой, единственной женщиной, да, поэтому так себя ведете. Ну, что есть, то я вам и сказала. Дальше, мои хорошие. Мужчина, вот тот, которого вы загадали, прямо сейчас, в эту минуту, вот что-то ломает. У него что-то есть в руках, и он его с яростью ломает. Что телефон свой ломает. Может быть, он ломает какой-то предмет. Вот прям выплескивает, да, выплескивает свои эти эмоции на что-то, да. Вот если придет в следующий раз, там, телефон побился, сломался, либо что-то другое сломал, это вот он делает именно сейчас. И еще, мои хорошие, мужчины, как навязчивая идея, да, в голове крутится, как оса. А навязчивая идея касается того, что надо что-то вам купить, подарить. Может быть, вы ему говорили что-то, что вот хочу колечко, хочу там сережечки, хочу там шубку, да. Вот, может быть, он забыл, что конкретно вы хотели, либо как модель называется, либо как это выглядит, да, вот навязчивая идея. Мне нужно это купить, мне нужно ей это подарить. А что это, да? Где она мне показывала, это продается, либо как это выглядит, он пытается вспомнить. Но у кого-то мужчина лихорадочно пытается придумать, где деньги взять, да, чтобы вам этот подарок купить. Вот мне еще идет, что вам подарок мужчина этот приготовит. Прям, знаете, аж скулы сводит. Он такой: ох, надо показать, что я могу ей все купить, я могу ей все подарить, что я ценный мужик, что я важный мужик, что нельзя меня бросать, да, что я счастье могу подарить. И еще вот у него какое-то обвинение, как самобичевание, да, сам себя обвиняет. Может быть, был удобный момент, а он что-то не сделал. Ну, например, не сделал вам предложение, не сказал, что он вас любит, что-то вам там, не знаю, не дал, не пообещал. И он сейчас себя, ну, просто поедом ест за то, что он это не сделал, за то, что он там растерялся, забыл, там не смог, да. Прям очень-очень там себя такими словами называет, прям неприличными. И даже может вот прям, знаете, как головой биться об что-то. Либо лещей себе давать. Да, вот такой момент еще показан. Дальше. Я еще вижу какую-то женщину, которая на него тень отбрасывает. Эта женщина, он ее просто ненавидит. Он считает, что она стала причиной его то ли неудач, то ли проблем с вами. Может быть, это ревнивая мама, может быть, это какая-то бывшая, которая прям лезет в ваши отношения. Но, может быть, это его, не знаю, подруга в сегодняшнем дне, да, если это любовный треугольник, а мужчина, например, не свободен. И он ее прям ненавидит, у него такие мысли, блин, ну попадись ты мне, сейчас придушу, да, вот такие мысли по поводу этой женщины. И вот как будто бы он начал понимать, что эта женщина всегда им играла, что эта женщина всегда его использовала, то есть она не желала ему счастья, она его не любит, ну, либо любит какой-то странной любовью, да, которая вот, ну, разрушает его жизнь. Вот еще какую-то женщину, да, он тут приплел. Ну, по-другому я не скажу, потому что у него тут каша в голове, понимаете? Я просто выхватываю информацию, вот как вижу, так и выхватываю. Вот она женщина, и она на него тень отбрасывает. Может быть, женщина, которая водила за нос, может быть, женщина, которая рассорку вам устроила, либо благодаря ее каким-то вот посылам вы с мужчиной поссорились. Он ее прям ненавидит. И если она ему попадется, ну точно он что-то с ней сделает, нехорошее сделает. Вот так, чтобы куда-то за ней, к ней ехать он не будет. Но если она ему под горячую руку попадется именно сейчас, то он может делов натворить. Дальше, мои хорошие. Если вы мужчину заблокировали, да, есть такие девочки, которые мужчину заблокировали, ну и хотите посмотреть на его реакцию, вы ее не увидите,
Потому что мужчина, как бы это правильно вам сказать, мужчина не поймет, что вы хотели, но он поймет нечто другое. Он поймет, что он потерял важное время. Он поймет, что с вами так нельзя. Это будет для него хорошим уроком, то, что вы его заблокировали. Вот. То есть вы, скорее всего, ему хотите показать, что вы не хотите с ним общаться, да? Что вы на него обиделись, что он вас обидел, да? Вот. А он понимает по-другому. Он понимает, что вы его вычеркиваете из своей жизни окончательно и бесповоротно, и что вот зря я так, да, я все сделала неправильно, я все сказала неправильно, я поступил неправильно. И вот с вами нужно совершенно по-другому себя вести, по-другому поступать. Так, с вашей стороны интересная информация вышла. Ну, вас тут высшие силы зовут к каким-то переменам, призывают к каким-то переменам. И это не касается любви и личной жизни, это касается как работы, дел, возможности заработать, карьерного роста, может быть, собственное дело. Знаете, вам буквально дороги открываются к заработкам, к деньгам, к славе, к популярности, к достатку. Я понимаю, что женщины разные меня смотрят. Кто-то заинтересован, а кто-то скажет, ну, я уже свое отработала, да, я хочу отдыхать, я хочу наслаждаться жизнью. Но у вас именно финансовый канал сейчас открывается. И если это то, чего вы хотели, то я вижу, что вы даже как-то личную жизнь на паузу поставите, да, вы прям будете работать, зарабатывать, либо налаживать это все. Вот. И это тоже как-то очень скажется значительно на ваших взаимоотношениях с тем, кого вы загадали. Почему? Потому что он завидовать вам начнет, завидовать тому, что вы успешная, а он как бы до вас не дотягивается, он стесняться себя начнет. Ну, потому что он так не может, да, у него нет таких возможностей и нет такого везения, да, ему не открыт так финансовый канал, как вам. Это его будет здорово стимулировать на то, чтобы прям, знаете, там, круглосуточно искать, где и на чем заработать. Да, ну, потому что не хочется в грязь лицом падать перед вами. Да, ему же важно доказать, что он прям мужик, да, настоящий мужик, который все может, все умеет там, при деньгах. Это прям такая гонка, да, гонка. Ну и вам это хорошо, потому что вам идет это финансовое благополучие, и ему хорошо, потому что его это здорово простимулирует и буквально подтолкнет к каким-то серьезным действиям, решениям. Слушайте, от того, что он вас ревнует, либо между вами вот какой-то конфликт случился, выиграют все. И вы выиграете, потому что мужчина действовать начнет, поменяется в вашу сторону, будет более бережно и уважительно к вам относиться, с большей любовью и нежностью. И он выиграет, потому что это его здорово простимулирует, да, заставит его осознать свои ошибки, работать над своими ошибками, исправлять свои ошибки, ну и, конечно же, двигаться вперед. Сейчас ревнует, сильно ревнует. Но раз ревнует, значит и любит по-настоящему. Да? Вот этот страх вас потерять, он ведь от любви происходит. Если бы вы были ему не важны, то он, конечно, бы и не ревновал. Да? Может быть, там разозлился на вас. Но нет, тут именно ревность, и вот показывает, что сердце прям в огне у него заходится. Вот это очень сильная ревность. Ревность, которая во благо вам пойдет. Если вы планировали ему там позвонить, написать, лучше этого пока не делайте. Пусть он сам, когда остынет, он первый сделает шаг. Потому что сейчас он сам собой не владеет. Он может такого вам там написать, либо такой ответ дать, да, либо такое рассказать, о чем еще больше будет сожалеть. И это очень сильно может расстроить вас и усугубить то, что с вами случилось, да, между вами случилось. Поэтому оставьте его в покое, пусть он потушит сам этот огонь в своем сердце, успокоит сам себя, и он проявится, он точно проявится. Я вам еще раз говорю, от этой ревности, от того, что случилось сейчас, будет очень классный результат. Вы еще вспомните эту отсыпочку и сами все проживете и увидите. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.